Кыргызский футбольный союз с глубоким прискорбием сообщает о том, что на 78-м году жизни скончался заслуженный тренер Кыргызской ССР Борис Подкорытов. Борис Петрович родился 3 мая 1948 года. Футболом начал заниматься под руководством известного детского тренера Владимира Коробченко. В 1966 году после финала всесоюзного молодежного турнира он был приглашен в экспериментальную сборную СССР, которая готовилась к Олимпийским играм в Мехико. Тогда в составе команды он выступал вместе с известными советскими футболистами Евгением Ловчевым и Сергеем Ольшанским. В качестве игрока Борис Подкорытов выступал за московский «Локомотив» и легендарную фрунзенскую «Алгу», где был капитаном команды. Для нас это большая утрата, невосполнимая утрата в целом для всего кыргызского футбола. Для нас Борис Петрович был человеком, который внес большой вклад в развитие, в популяризацию футбола. Человек, который был не только теоретиком, он был большим практиком, сам становился многократным чемпионом, обладателем азиатских кубков. Последние годы Кыргызский футбольный союз сотрудничал с Борисом Петровичем как членом комитета технического. Мы хотим выразить искренние соболезнования близким, родным Бориса Петровича. Держитесь, и мы будем помнить Бориса Петровича. После завершения игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью. Окончив в 1980 году тренерские курсы в Москве, Борис Подкорытов начал работать наставником «Алги». В дальнейшем он работал также в зарубежных клубах, в том числе и в Алжире, где в 1988 году привел одну из команд к чемпионству страны впервые за 18 лет. После возвращения на родину он работал с клубом «Дордой Динамо». Под его руководством команда становилась многократным чемпионом Кыргызстана и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали золотые медали Кубка президента АФК в 2006 и 2007 годах. Борис Петрович был очень хорошим человеком, очень хорошим наставником не только для футболистов, и не только для, так скажем, для тренеров. Он был наставником, что было связано именно с футболом. Он работал, если официально сказать, в Дордое генеральным директором, спортивным директором. Федерация вовлекался как руководителем во многих комитетах по назначению тренеров, по назначению, по изменению, по развитию вообще кыргызского футбола. Я думаю, очень вклад его в наш футбол был большим. Я как менеджер и как руководитель учился у него во многом. В 2006 году Подкорытов возглавил национальную сборную Кыргызской республики. В 2006-2007 годах вновь стал наставником Дордой Динамо, а с 2008 года занимал должность генерального директора клуба вплоть до 2022 года. За весь период работы в этом клубе в качестве наставника и менеджера Дордой становился чемпионом 13 раз и 9 раз завоевывал Кубок страны. За свою карьеру Борис Подкорытов неоднократно признавался тренером года и по праву считается одним из самых титулованных и уважаемых персон в истории кыргызского футбола. Был активным человеком, всегда посещал футбольные матчи. В ветеранской лиге у нас он постоянно года два был тренером ветеранов команды «Дордой». Мы его знали с хорошей стороны, всегда был веселым человеком, шутливым, семейный. Вот эта болезнь в последнее время застала его. Творческий коллектив Кыргызспорт ТВ выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Светлая память о нем навсегда останется в истории кыргызского футбола. Прощание с Борисом Петровичем состоится в пятницу 6 марта в 11:00 на территории спорткомплекса «Дордой».